Всему хана. Посмотрите, вот этот короб, он уже все, считайте, его нужно убирать. Цвет точный. Обои, ой, не знаю, по потолку пошло. Вот это вот дверной проем, то же самое. Устранять последствия дождя в собственной квартире Тамара Дягилева будет еще долго. Весь ремонт на смарку. С потолка льет, как из ведра. Дело в том, что очень уж несвоевременно коммунальщики начали ремонт крыши в пятиэтажке по Красноярской 8. Открыли всю крышу, продолбили все в это, вскрыли шов и оставили все это на выходные дни. Ну, представляете, а выходные дни, ливень. Тут вообще, я не знала, что делать тут. Вообще. Впрочем, будни изменений не принесли. Опять же, все из-за дождя. В такую погоду ничего делать нельзя, оправдывается мастер Александр Дьяченко. Остается ждать солнца. А там 3-4 дня и кровля готова. Ну а пока коммунальщик советует несчастным жильцам набраться терпения. Мы эти ущербы возмещаем. То есть, либо люди, значит, закупают материал, предоставляют чеки, значит, там, если нанимают людей, оформляем договор подряда и возмещаем это все. Стоит отметить, что хороший ливень уже традиционно целая стихия не то что для отдельного дома, для всего Абакана. Улицы и дворы сродни Венецианским каналам. Полноценного подтопления жителей этого дома спасает буквально сантиметр-два. Если осадки усилятся, вода хлынет через бордюр уже самостоятельно, а не после того, как проедет автомобиль. Очевидно, тогда она попадет и в подъезды, и в подвал. Последствия будут куда серьезнее. Так уж получилось, что город в большинстве своем попросту не готов к осадкам. Ливневых канализаций как таковых нет. Единственные спасатели – коммунальщики, на водокачках которых катастрофически мало. Дом изначально построен неправильно, он получился как бы в яме дом. И поэтому вода со всей округи стекает сюда вот именно во двор. Получается самая нижняя точка. А какой выход? Выход надо делать ливневую канализацию, что-то придумывать как. А это к кому вопрос? К администрации? К администрации города получается. Стоит отметить, что к обеду дождь в Абакане остановился, однако по прогнозам синоптиков подобная погода продержится еще не один день. Стоит полагать, что жильцам по Красноярской 8 не стоит ждать скорого ремонта крыши. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.